Что касается мусора, вообще с середины мая месяца у нас 2 автомобиля, обслуживающего большие контейнеры, так называемые 10-кубовые. С середины мая месяца 2 автомобиля, их обслуживающие, это МАЗ и Исудзу, они были поломаны. Они пришли в негодное состояние, у Исудзу испортился мотор и электрика, у МАЗа были проблемы с коробкой и в ходовой части. Значит, все это время, пока были эти поломки, мы доставали запчасти, которые очень сложно достать на автомобиле Исудзу и провести ремонт. И на автомобиль МАЗ также мы доставали запчасти, тоже там были определенные проблемы с этим связанные, но буквально в пятницу прошлую были запчасти доставлены, и за ночь наши водители вместе с мастерами приглашенными привели эти 2 автомобиля в порядок. Наши водители и рабочие в выходные не отдыхали, и в субботу и воскресенье все те контейнеры, которые все это время наполнялись и переполнялись, они были опустошены. Ситуация с переполненными контейнерами, она была связана с поломкой машин. Да, у нас парк техники, он находится в таком печальном состоянии, потому что техника старая, изношенная и часто подвержена поломкам. Плюс у нас недостаточно средств для того, чтобы держать постоянно запчасти, да, расходники на складе. То есть мы их приобретаем по мере необходимости, по мере поломок. Но, тем не менее, все равно наши водители следят за техническим состоянием автомобиля, и мы такие вещи длительные и простые мы не допускаем. Однако вот именно ситуация с большими контейнерами была связана с тем, что сложности доставки запчастей и сложные детали, и сложный ремонт был в отношении двух машин, но сейчас вы можете проехаться, посмотреть в основных частях, где эти контейнеры были переполнены, они сейчас пустые и территория прибрана. Работа по уборке территории города продолжается. Мы технику своими силами приводим в порядок. Более того, хочу сказать о том, что участие в решении вопросов коммунальной уборки города непосредственно принимает и глава администрации. Сейчас я пока предварительно хочу сказать, мы ведем переговоры по закупке 1 единицы техники, уборочной машины для города. В этом непосредственно глава администрации принял участие. Вот. И как только она будет закуплена, вы увидите, как она работает, и вы, наверное, снимете и покажете горожанам, что все-таки мы не сидим на месте, сложа руки, а продвигаемся вперед и пытаемся сделать город чище. Вот. И что хочу еще по этому поводу сказать. Да, действительно, мне приятно слышать, и всей администрации, команде администрации приятно слышать, когда приезжающие гости отмечают чистоту и убранность центральной части города. Мы стараемся, центральная часть города убирается, мусор вывозится, и наши работники прилагают для этого массу усилий. Тем не менее, у нас возникают очень большие сложности не только с техникой, но и с персоналом. У нас сейчас есть вакансии. Это мы давали объявление на телевидении, как вы помните, по поводу замещения должностей рабочих. Это уборщики, коммунальные рабочие, механизаторы, водители. Они нам нужны. Естественно, проблема заключается в том, что мы не можем предложить очень высокие зарплаты, но мы можем предложить дружный коллектив, который работает, выполняет свои задачи на благо города. И так называемые бонусы в конце годовые, которые связаны с работой на госслужбе, мы стараемся это все учитывать и как-то делать работу более привлекательной. Вот. Поэтому в рабочие дни управления городского хозяйства мы всегда открыты с 9 до 6. Тем, кто желает стать частью нашей команды, нашего коллектива, мы всегда рады, пообщаемся. У нас нет разницы, кто это, там, начальник управления или простой уборщик. Ко всем отношение у нас здесь одинаковое. Мы со всеми общаемся и приглашаем на работу.